Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. В Северную Осетию с рабочим визитом прибыл полпред президента России в Северокавказском федеральном округе Сергей Меликов. Чиновник осмотрел ряд республиканских объектов. Среди них центр гемодиализа в Беслане и завод «Электроцинк». Подробности в материале Яны Гагиевой. Во Владикавказе открыли новую дорогу. Она позволит разгрузить городские трассы и сократить в час пик пробки. Руслан Албегов и Тима Туриева вернулись с чемпионата мира по тяжелой атлетике. Спортсмены завоевали золото и серебро. На родной земле победителей встретили, как и полагается, с 3 пирогами и национальными танцами. Эти и другие темы далее подробно. Рабочий визит Сергея Меликова в Северную Осетию начался с посещения мемориала «Город ангелов». Он возложил цветы к древу скорби и памятнику погибшим бойцам спецподразделений. О событиях 2004 года он говорил и с педагогами Бесланской школы номер 8. Полпред посетил зал памяти и задержался у одного из экспонатов – доски, которая висела в кабинете истории в первой школе. На ней синим мелом написано «С последним первым звонком». И у меня так мурашки по спине. Верочка, почему ты так написала? Мама говорит, 11-й ВЖ, у них последний первый звонок. А вот это получился так, и самое удивительное, что это действительно вот эти мурашки какие-то, вот это осталось в памяти у меня тоже. На следующий день она повесила свое платье, ставила свои туфли, одела бальное, в котором они должны были танцевать, и все пошли на линейку. В школе полпред также посетил Центр дистанционного образования. Отсюда с помощью компьютеров педагоги проводят занятия для детей с ограниченными возможностями. Кроме этого, Сергею Меликову показали несколько кабинетов, спортивные и гимнастические залы. Уходя, полпред оставил запись в школьной книге. Поблагодарил за то, что здесь хранят память о погибших и поддерживают живых. В Беслане Сергей Меликов посетил и несколько объектов здравоохранения – центр гемодиализа, кабинет МРТ и новый роддом. На их строительство не потрачено ни одного бюджетного рубля. Все деньги от спонсоров. По словам министра здравоохранения Владимира Селиванова, все они оснащены современным оборудованием и соответствуют всем европейским стандартам. Глава Минздрава также отметил, что роддом планируют расширять. Сейчас он может принять лишь около полусотни пациентов. Хотим его расширять до 72. У нас есть возможность такая. С тем, чтобы это был межрайонный центр. Мы завяжем сюда правобережную больницу, Охотовскую больницу, и они будут здесь рожать. Потому что условия самые лучшие в республике для того, чтобы... По инициативе Сергея Меликова в Северной Осетии начали реставрацию еще одного объекта – Соикси. Здание, построенное в конце 19 века, ни разу не ремонтировали капитально. На 3-м этаже, в принципе, прошла чистка, сняли даже старые наши двери. До этого мы сами поменяли, вы видите, окна, полностью проведена замена электропроводки, установлена сигнализация. Вот сейчас начинаются работы, по крыше идут, меняют нам кровлю. И уже вот последняя бригада, которая подключилась, они занимаются внутренними работами, чистят стены. Вот вы видите, леса установлены, будут чистить фасад. Делегация также посетила завод «Электроцинк». Полпреду показали цех по производству свинца и градильню электролитного цеха. Программа сегодняшнего дня завершилась совещанием в правительстве республики. В закрытом формате чиновники обсудили задачи, которые стоят перед руководством Северной Осетии. Итоги своего визита Сергей Меликов подведет на расширенном совещании с главами субъектов Северокавказского округа, которые прибудут в республику завтра. Яна Гагиева, Елена Черенкова, Михаил Безуглов, Ацам Аскочиев, Осетия ТВ. Сегодня 17 семей получили ключи от новых квартир в Алагире. Семья Наневых ждала этого переезда несколько лет. Говорят, в старом доме жить было невозможно. Здание из кирпича и дерева рассыпалось на глазах. Сейчас супруги довольны. Совсем скоро они и их 14-летний сын Авраам будут праздновать новоселье в 3-комнатной квартире. Не очень благодарен тем, кто принял участие в строительстве этого дома. Тем более накануне Йордаба. В торжественной обстановке ключи новоселам вручил глава администрации местного самоуправления Алагирского района Руслан Хадарцев. В этом году в Алагирском районе под расселение из аварийного фонда попали 40 семей, 23 из которых получат квартиры в поселке Бурон. Программа по переселению из аварийного жилья действует с 2011 года. За это время в поселке Северный в новые дома заселились более 150 семей. Сегодня к этой цифре прибавилось еще 17. Северная Осетия – первая в России республика, которая получила новую заявку на дальнейшее развитие этой программы. В ней примут участие Владикавказ, Пригородный, Моздокский и Правобережный районы.
Мы самые первые во всей России. И в первых числах рабочий день января месяца мы уже получим деньги. Сегодня мы уже разослали всем письма, я всем позвонил, кто участвует в этой программе. Вот эта программа, которая действует по переселению в соответствии с указом президента Российской Федерации номер 600, на территории республики будет реализована в полном объеме и в срок. Сейчас территория возле нового дома не обустроена. Пока здесь не проложен асфальт и нет детских площадок. Однако представители районной администрации обещают, что эти работы будут выполнены совсем скоро. Кроме того, неподалеку от дома предусмотрено строительство гаражей. Благоустройство тоже будет выполнено. Если были в прошлом году, когда мы вводили вот эти корпуса, которые напротив, то примерно в такой же. Просто людям хочется сделать приятное до Нового года. Но мы все это сделаем. Мы все выполним. Специальная программа есть. И по благоустройству мы заасфальтируем все. То есть это первоначальное такое, чтобы быстрее люди заселились. В каждой квартире индивидуальное отопление, косметический ремонт, вся сантехника. Новоселы с нетерпением ждут, когда перевезут мебель из старых квартир. Предстоящую зиму они будут встречать в новых теплых домах. Рая Дзантьева, Елена Черенкова, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Теперь улицу братьев Темировых и проспект Коста соединяет новая дорога. Сегодня отрезок трассы более 1 километра официально был открыт. Право перерезать красную ленту предоставили председателю Совета общественности Владикавказа Таймуразу Хутиеву. Этот объект удалось сдать раньше положенных сроков. Ремонт коснулся не только асфальтового покрытия. На новой дороге провели систему водоотведения сточных вод. Она является очень важной транспортной артерией для города Владикавказ, потому что проспект Коста за последние несколько лет стала очень загруженной автодорогой, поэтому, я думаю, людям станет легче ездить, если автолюбители меня поймут. Сейчас ведется работа по подготовке проектно-строительной документации для того, чтобы обустроить ее тротуаром. Как вы видите, освещение уже есть. И еще одна немаловажная проблема решена на данном участке – это ливневая канализация. Пока жители Владикавказа могут ездить только по одной стороне дороги. Это позволит разгрузить автомобильное движение на проспекте Коста и улице Даватора. Открытие второго участка трассы запланировано на следующий год. Сабина Лаборова, Фатима Макиева, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. Подходит к концу Всероссийский год культуры, а также год Костахи-Тагурова в Северной Осетии. Именно это стало поводом для встречи общественных деятелей при Министерстве культуры. На заседании обсудили республиканский съезд работников культуры, который пройдет уже в следующем месяце. Масштабы мероприятия довольно внушительны. Будут представлены все регионы республики. Оценить состояние и перспективы развития культуры в Северной Осетии – вот главная задача съезда. Это у нас второе заседание Совета. Первое, оно носило характер такой более организационный. Сегодня уже выносятся на повестку дня очень серьезные вопросы. Фатима Сослабековна Хабалова, она расскажет, отчитается о том, как прошел год культуры, как прошли празднования юбилея Костахи Тагурова. Это первый вопрос, который мы заслушаем. И на прошлом совете мы решили всем советам, этим советам провести съезд работников культуры. Он давно намечался, давно его все ждут. И вот решили на декабрь месяц назначить проведение съезда. Отметим, что в течение года на территории Северной Осетии отремонтировали ряд культурных объектов. Буквально на днях завершилась реставрация здания государственного ансамбля «Алан». Ремонт Остинского театра также находится на стадии завершения. В планах у министерства построить в селе Ниндаргавс так называемый Остинский хадзар образца 17 века. Тома Валева, Тинатин Музашвили, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Осетия встречает чемпионов. Руслан Албегов и Тима Туриева вернулись с чемпионата мира по тяжелой атлетике. Албегов принес в копилку страны золотую медаль, а Туриева – серебряную. Приветствует победителей министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Хасан Бароев и президент Федерации тяжелой атлетики Ахсарбек Тасоев.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходил в Алмате. Албегов показал высокий результат и оказался на голову сильнее своих соперников. Осетинский спортсмен выступал в самой тяжелой весовой категории – свыше 105 килограмм. По сумме двух упражнений он показал результат 462 килограмма. В рывке штангист поднял 210 килограмм, а в толчке – 252. Таким образом, Албегов стал двукратным чемпионом мира и подтвердил завоеванный ранее титул самого сильного человека планеты. Самым сложным была подготовка. Тяжело в учении, легко в бою. Много чего не получалось в течение года. Готовился и к Европе, и к России в середине года, но какие-то другие такие посторонние факторы мне мешали нормально подойти к этим соревнованиям. Но в конце года как-то собрался и выступил на чемпионате мира. Тяжелоатлетка Сима Туриева показала результат 252 килограмма. Она взяла 112 килограмм в рывке и 140 в толчке. В медальном зачете чемпионата российская команда заняла 4-е место. Всего спортсмены завоевали 6 медалей, по 2 золотые, серебряные и бронзовые награды. Мадина Сханова, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ.